Хочу вас всех поздравить с этим днем, пожелать вам удачи, крепкого здоровья. Старайтесь, слушайте своих тренеров, и все у вас получится. Торжественная церемония предвещает не менее зрелищной игры. Открытие турнира по хоккею среди детей и взрослых сопровождается красочной концертной программой, настраивая тем самым игроков на бескомпромиссную борьбу. Наша цель – популяризировать хоккей на территории республики, чтобы была вовлечена молодежь и юноши, конечно, юноши, дети – это наше будущее. Мы будем делать все возможное от нас, чтобы мы популяризировали, и именно хоккей у нас востребован. Будем помогать детям. Важно отметить, сколько зимних видов спорта и способов активного отдыха существует в наше время. Весьма популярные как по всей России, они снискали огромный интерес и в нашей республике. История возникновения самого праздника начинается с 2015 года, решение об утверждении которого было принято во многом благодаря российским спортсменам, точнее их достижениям и рекордам на мировых аренах. Сегодня у нас праздник, так как один из зимних видов у нас уже в республике существует. Я думаю, в дальнейшем мы постараемся еще несколько видов спорта, зимних видов спорта открыть. Но пока хоккей. Трус не играет в хоккей. Эта известная фраза, кажется, вкратце описывает саму игру. Борьбу за шайбу, лидерство на льду, резкие контратаки и нападения. Счет на табло 7-1, и хоккейный клуб «Магаз» уступает с большим отрывом своему сопернику. О том, что сплоченность и командная игра на льду приносит победный результат, хоть и всем известно, но наглядно это сегодня показывают Ибрагим и Ислам, игроки клуба «Эрзи». Я в хоккее учусь, тренируюсь 5 лет. И он мне очень нравится. Мы уходили на лед, мне дали пас, я ударил, забил гол, счет стал 7-1. 7-1? Ты один гол забил? 2 гола забил. Трибуны активно поддерживают свои команды. Самый юный болельщик в зале Сулейман Гантимиров поделился с нами впечатлениями об игре. Мой брат пришел сегодня участие, он играет в команде «Магаз». Сегодня я пришел за него поболеть. Но хорошо, что наша команда самая сильная и смелая. На турнир заявлено 6 детских и 5 команд ночной хоккейной лиги. Для победителей и призеров подготовлены памятные подарки, кубки и грамоты от Олимпийского комитета России. Такие турниры станут ежегодной традицией ингушского спорта, тем более, что условия позволяют. Юсуп Гелисханов, Адам Мережков, Новости 24.